Это сейчас в доме семьи Хамхоевых довольно спокойно. Одни на работе, другие в школе, кто-то в детском саду. А вот по вечерам здесь смех смешивается с поучениями. А значение слова «одиночество» никто и не знает. Начнем со старшей женщины этого удивительного рода – Кейпы Хамхоевой. У женщины 11 детей и 45 внуков. Детская мечта о большой семье у нее сбылась. Хотя ее реализация была нелегкой, признается Кейпа. Сейчас все условия есть. Есть стиральные машины, газ. А при моей бытности мы на коромыслах носили воду. Тогда ни воды не было, ни газа не было. Топили дровами, углем. Самое главное, чтобы они были человечными. Никого не ущемляли. Со всеми были вежливы. Звание «Мать-героиня» ей было присвоено более 40 лет назад. 11 детских судеб, 11 голосов, 11 пар глаз, требующих внимания и любви. В то время это было и подвигом, и в то же время нормой, воплощением идеалов государственного значения. Наградили Кейпу Хамхоеву в 1982 году в Северной Осетии. Самое главное правило в любом доме, неважно в большой семье или в маленькой, это уважение, говорит Кейпа. Старшие должны заботиться о младших, учить их первым словам, делиться последней конфетой, а общие посиделки и поездки – это неотъемлемая часть любой семьи. Каждый день из нас в одной семье собираются все. То старший, то второй, то третий. Они же в разных местах живут. И вот спустя десятилетия история повторяется, но уже в новом ключе и в новом времени. Ее дочь Марьям Хамхоева, вдохновленная примером своей матери, сама стала матерью-героиней, родив и воспитав 12 детей. Это не просто совпадение, это сознательный выбор и мощное эхо генетической и духовной преемственности. Ее дом, так же как и дом ее матери, является маленьким государством. Утренние сборы, бесконечные завтраки, уроки, секции, прогулки, обеды, игры, вечерние сказки. Каждый день расписан по минутам. Самое главное, любовь к ребенку своему, доброта. Бывают моменты, где нужна и строгость, кнут и пряник, как говорится, воспитание должно быть. Но самое основное – ответственность, чтобы они понимали, что просто так человек не создается на этом свете, что за каждым твоими поступками будут идти какие-то ситуации, следствия, и что ты должен нести ответственность за свои поступки, одним словом. Потому что призовут и перед людьми к ответу, и перед Богом. Марьям Хамхоева, так же как и своя мама, была удостоена звания «Мать-героиня», которое ей было вручено полпредом президента России в СКФО Юрием Чайкой вместе с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым по указу президента России Владимира Путина. Присвоенным статусом матери-героини Марьям Хамхоева очень гордится. Считает, что теперь у нее нет оправдания дать слабину или взять незапланированный отпуск. Уже на слуху и в школах, и в садиках уже надо поглядывать за детьми повнимательнее. Надо брать их, как говорится, в ежовые рукавицы, смотреть за ними, объяснять им. Если раньше я чуть-чуть могла себе дать расслабиться, то теперь уже приходится соблюдать статус, который дали нашей семье. Семья Хамхоевых – живое доказательство того, что истинное богатство не измеряется материальными благами, а заключается в теплоте домашнего очага, в звонком детском смехе и в нерушимой связи поколений. Это история о том, как героический подвиг материнства продолжается и расцветает в наши дни, доказывая, что великая любовь действительно объединяет народы, а в данном случае целые поколения. Мадина Цоро, Султан Магушков, Магаз, 24.